Все запланированные на 2022 год инвестпроекты должны быть реализованы в срок, а общественный контроль за ходом работ будет продолжен. Об этом заявил глава Коми на заседании Межотраслевого совета потребителей. Были рассмотрены инвестпрограммы 3 крупнейших предприятий республики в сфере ресурсоснабжения – Сыктывкарского водоканала, Усинской тепловой компании и Коми тепловой. Так, модернизация оборудования Сыктывкарского водоканала с 2014 по 2020 годы обошлась в 483,5 миллиона рублей. С 2021 по 2023 годы в реализацию инвестпрограммы будет вложено еще 196 миллионов 700 тысяч рублей. Средства направят на модернизацию насосной станции первого подъема, реконструкцию водовода от насосной станции второго подъема в местечке Красная Гора до улицы Петрозаводская, реконструкцию водопроводных сетей, установку ограждения первого пояса зоны санитарной охраны в местечке Алешино, устройство водозаборной колонки для водоснабжения жилых домов в Човью. Вопросы планирования и реализации инвестиционной деятельности субъектов естественных монополий, безусловно, влияют на размер тарифов на услуги указанных субъектов, качество их предоставления, о чем я сказал, а также инфляцию. В ряде случаев услуги субъектов естественных монополий, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, напрямую отражается на качестве жизни людей, ну и, конечно же, на общем инвестиционном климате в регионе. Инвестпрограмма Усинской тепловой компании рассчитана на период с 19 по 27 годы. Она предполагает планомерную замену чугунных водогрейных котлов с низким КПД на современные стальные котлы, обновление насосного оборудования, техническое перевооружение оборудования и устройство объединенного щита управления на центральной водогрейной котельной. Проекты должны быть реализованы за счет собственных средств компании и собственника в лице Усинской мэрии. А Коми тепловая компания значительную часть средств направит на повышение качества питьевой воды. Инвестпрограмма предполагает строительство водоочистных станций. Во многих населенных пунктах республики они либо отсутствуют, либо требуют модернизации. В сфере теплоснабжения основные инвестиции будут направлены на техническое перевооружение источников тепловой энергии и установку блочно-модульных котельных взамен изношенных.